ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها المسلمون, о мусульмане, поговорим на этой хутбе о значении страха перед Аллахом Субхану ва Тааля, чтобы это было напоминанием мне в первую очередь, а затем всем нам. Потому что страх перед Аллахом Субхану ва Тааля является твердым препятствием перед следованием за своими страстями. И мало что выдерживает этот натиск страстей. Мало что выдерживает такой натиск, кроме этой преграды. И страх перед Аллахом, он разжигает в твоем сердце огонь богобоязненности, который толкает человека на подчинение Аллаху Субхану ва Тааля и совершение благих дел и отдаление от того, что Аллах Субхану ва Тааля сделал харамом. Аллах Субхану ва Тааля сказал в Коране: «Фаля тахшау наса вахшауни». И не бойтесь людей, а бойтесь меня. В другом месте Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Фаля тахафухум вахафуни ин кунтум му'минин». И не бойтесь их, не бойтесь мушриков, не бойтесь многобожников, а бойтесь меня, если вы уверовали. Бойтесь Аллаха, страшитесь Его, и не бойтесь никого, кроме одного Аллаха Субхану ва Тааля. И как сказал Аль-Фудайн: «Ман хафа Аллаха лам ядурраху ахад». Тот, кто устрашился своего Господа, тот, кто испугался, побоялся Аллаха, никто ему не навредит. «Ваман хафа гайра Аллах лам янфаху ахад». А кто же боится кого-то, кроме Аллаха, никто не принесет ему пользы, никто его не защитит от Аллаха Субхану ва Тааля. И степени страха Аллаха Субхану ва Тааля у людей отличаются, а степень страха ученых достигает наивысшей точки, потому что их страх связан с богобоязненностью, с делами, их страх связан с познанием Аллаха Субхану ва Тааля, их страх связан с тем, кого они узнали, сифаты Аллаха Субхану ва Тааля, Его прекрасные имена. Они изучают день и ночь, занимаются изучением религии Аллаха Субхану ва Тааля, мудрости Аллаха Субхану ва Тааля. Они читали про рай, они читали про ад, они читали о мощи Аллаха Субхану ва Тааля, и, следовательно, их страх становится сильнее, чем у остальных людей, которые не изучают религию Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Иннама яхша Аллаха мин ибадихи аль-уляма». Воистину, по-настоящему боятся Аллаха из Его рабов ученые. И по мере твоего знания, по мере твоего постижения Аллаха Субхану ва Тааля, по мере твоего знакомства с Аллахом Субхану ва Тааля, будет расти твой страх перед Аллахом. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инни ла а'ламукум биллях ва ашаддукум лаху хашьята». Воистину, я больше вас всех знаю Аллаха, и сильнее вас всех боюсь Его. Имам Ахмад, рахмаллаху та'аля, сказал: это указывает на то, что чем лучше человек знает Аллаха, тем больше он Его боится. Потому что страх – это трепет сердца. Это трепет сердца и содрогание при упоминании наказания Аллаха Субхану ва Тааля, Его обещаний, Его угрозы, наказание Адама Субхану ва Тааля, тех, кто ослушается Его. И тот, кто боится, всегда убегает от того, кого он боится. Так уже пришло, человек создан таким, он всегда убегает от того, кого он боится, кроме того, кто боится Аллаха. Воистину, тот, кто боится Аллаха, прибегает к Аллаху. Он боится Аллаха и ищет защиты у кого? Только у Аллаха. Потому что никто не защитит тебя от Аллаха. Никто не защитит тебя от Аллаха, кроме Его самого. Абу Хафс, рахмаллаху та'аля, сказал: «Аль-хауфу сираджун фил кальби». Страх – это светильник в твоем сердце, которым ты видишь
этот мир, в котором ты отличаешь хорошее от плохого, истину от лжи, правильный путь от заблуждения, халяль от харама. Этим страхом ты отличаешь. И в каждый раз, когда ты боишься кого-то, убегаешь от него. Кроме как в случае, если ты боишься Аллаха. Когда ты боишься Аллаха, воистину, ты стремишься к Нему и ищешь защиты только в Него. Всевышний Аллах Субхану Тааля поэтому сказал: «Фафирру иля Аллах, инни лакум минху назирум мубин». Так устремляйтесь, убегайте к Аллаху. Воистину я остерегающий вас. Я с явным остережением. Убегайте к Аллаху Субхану Тааля. Абу Сулейман ад-Дарани, рахмаллаху та'аля, сказал: «Ма фаракал хауфу кальбан илля хариб». Какое бы сердце не покидало страх, это сердце разрушено. Развалилось это сердце. Ибрахим ибн Суфьян, рахмаллаху та'аля, сказал: когда страх перед Аллахом поселяется в сердце, в его сердце уходит всякая любовь к мирскому. И когда этот страх покидает его сердце, этот человек заблуждается. Абу Хафс, рахмаллаху та'аля, сказал: «Аль-хауфу саутуллах». Страх – это плеть Аллаха. «Юкаввуму бихи шаридина ан бабихи». Это плеть Аллаха, которым Аллах Субхану Тааля выправляет тех, которые пытаются уйти от Него, уйти от Его двери. Шейх аль-Ислам Ибн Таймия, рахмаллаху та'аля, сказал, что хвалимый страх – это тот страх, который стоит между тобой и теми харамами, которые Аллах Субхану Тааля запретил. Это тот страх, это та преграда, которая стоит между тобой и харамом, которая не дает тебе этого делать. И самым лучшим способом приближения к Аллаху Субхану Тааля является страх перед Ним. Наиболее приносит пользу для человека. И он фарз каждому му'мину. Каждому человеку такой страх фарзом является. Он не будет кушать харам. Боится наказания Аллаха Субхану Тааля. Он не будет лгать. Он не будет клясться лживо, как клянутся на рынке. «Аллах, я купил за эту цену». Знает, что он не купил за эту цену. Обманывать покупателей. Он не будет так клясться, потому что знает, что Аллах Субхану Тааля его слышит. Он не будет нарушать обещания. Он не будет нарушать договор. Тот, кто боится Аллаха Субхану Тааля, не будет обманывать в отношениях с людьми. Не будет пытаться даже обмануть других, потому что он боится. Тот, кто боится Аллаха Субхану Тааля, не будет предательски оставлять своего компаньона в каком-то деле. Не будет пытаться захватить его долю. Нет, он боится Аллаха Субхану Тааля. Тот, кто боится Аллаха Субхану Тааля, не будет делать гиба, не будет наговаривать на других. Он не будет уподобляться женщинам, одевая одежду, которую одевают женщины. И не будет сбривать свою бороду. Тот, кто боится Аллаха Субхану Тааля, должен оставлять бороду. Потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не брил бороду. Ни сахаба, ни табиин. Никто из них не трогали свою бороду. Тот, кто боится Аллаха Субхану Тааля, не будет уподобляться также ни в своей одежде, ни в своих словах, ни в своих поступках кафирам, врагам Аллаха Субхану Тааля. Не будет ему уподобляться. Тот, кто боится Аллаха Субхану Тааля, не будет пить харам, не будет курить, что сигареты, что кальян. Он не будет оставлять мечети Аллаха Субхану Тааля, делать хиджру от мечети Аллаха Субхану Тааля, вместо того, чтобы привязывать свое сердце к мечетям Аллаха Субхану Тааля. Тот, кто боится Аллаха Субхану Тааля, не будет оставлять джамаат намазы. Тот, кто боится Аллаха Субхану Тааля, не будет проводить свое время в небрежности, проводя свое время в свадьбах каких-то, маулидах, проводя свое время, посещая зияраты, получая тем самым гнев Аллаха Субхану Тааля, высочайшую степень гнева Аллаха Субхану Тааля, совершая ширк.
Тот, кто боится Аллаха, не будет этого делать. Тот, кто боится Аллаха, субхану тааля, будет прилагать все усилия, чтобы подчиняться Ему и использовать всю свою жизнь на подчинение Аллаху, субхану тааля. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман хафа адладж». Кто боится Аллаха, он не будет откладывать. Он выступит в путь ночью, не будет ждать утра. Он не будет откладывать подчинение Аллаху, субхану тааля. Он не будет откладывать намазы. Он не будет откладывать садака. Он не будет откладывать всякие хорошие деяния. Нет. Ман хафа адладж. Ваман адладжа балаг аль-манзиля, сказал. А тот, кто не будет откладывать, тот достигнет своего места. Тот достигнет своего обещанного места в раю. И дальше посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аля ва инна сил'ат Аллахи галия». Воистину, товар Аллаха дорогой. Он дорог в цене. Он требует жертв. «Аля инна сил'ат Аллахи хия аль-джанна». Воистину, товаром Аллаха, субхану тааля, является рай, который требует огромных усилий, который требует усилий от тебя. Чтобы ты приложил усилия. Если ты хочешь рай, ты должен прилагать какие-то усилия, брать причины. Поэтому саляфы ставили выше страх перед Аллахом, субхану тааля, в периоды здоровья, в период благополучия, в периоды расцвета сил. Они отдавали предпочтение страху перед Аллахом, субхану тааля, чтобы это не заставляло их, чтобы это благополучие, чтобы это радость или какой-то расцвет сил не заставлял их забыть Аллаха, субхану тааля, и забыть о том, что мы все вернемся к нашему Господу. Дорогие братья, воистину, ставить выше страх перед Аллахом, субхану тааля, это должно присутствовать в сердце каждого му'мина. В сердце каждого му'мина, потому что страх перед Аллахом защищает тебя от фитны этого мира. И всякое сердце, в котором нет страха, не годится ни годно ни к чему. «Аля ва инна фил джасати мудга», сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. «Иза салаха, салаха аль-джасаду куллю». Воистину, в теле человека есть кусок мяса. Что это за мясо? Это сердце. Сердце человека. Когда оно исправлено, когда оно хорошее, праведное, исправляется все тело. И когда оно портится, портится все тело. Что же, кроме страха, дарует стойкость сердцу муслима в то время, когда настигает тебя фитна этого мира? Что дарует твоему сердцу стойкость в битве между истиной и ложью, между добром и злом, между правильным путем и заблуждением, между хорошим и плохим? Что дарует тебе? И передает Дамрат ибн Хафс ибн Умар, сказал: «Бака аль-Хасан аль-Басри». Однажды аль-Хасан аль-Басри, рахмаллаху та'аля, заплакал. И его спросили: «Что же заставляет плакать тебя?» И он сказал: «Ахафу ан ятрухани финнар гадан валя юбали». Я боюсь, что меня бросят в завтрашний день в огонь ада, и никому дела не будет до меня, что я останусь там навечно. Аль-Хасан аль-Басри, рахмаллаху та'аля. Поэтому тот, кто боится Аллаха на этом свете, ему будет безопасность в ином свете, в ахирате. От Абу Хурайры передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, передал слова Аллаха, субхану тааля: «Ва иззати ла аджмау аля абди хауфайни ва амнай». Клянусь своим величием, я не соберу в одном человеке два страха и две безопасности. «Иза хафани фид дунья аминтаху яум аль-кияма». Если мой раб боится меня на этом свете, я дарую ему безопасность в судный день. «Ва иза аминани фид дунья ахафтаху яум аль-кияма». А если же он чувствует безопасность на этом свете от моего наказания, ослушается меня, не выполняет мои приказы и чувствует, что никогда до него не дойдет рука Аллаха, субхану тааля, наказание Аллаха, я его накажу в ахирате. Упаси нас Аллах от наказания Аллаха, субхану тааля. Дорогие братья, первое поколение мусульман, сахаба радiyallahu анхум, которое впервые получило Коран, они жили, как будто видели ад.
Они жили, как будто жили рядом с этим адом. Поэтому ты видишь их, насколько они боялись и трепетали при упоминании ада. Язид ибн Хаушаб, рахмаллаху та'аля, рассказывает: «Ма раайту ахвафа мин аль-Хасани ва Умар ибн Абдул-Азиз». Я не видел людей, которые бы боялись Аллаха больше, чем Аль-Хасан аль-Басри и Умар ибн Абдул-Азиз. Не видел людей, которые больше них боялись Аллаха. Он сказал, как будто Джаханнам был сотворен только для этих двоих людей. Как будто только для них был сотворен Джаханнам. Они считали, что будут закинуты в этот ад за свои грехи или за свою неискренность поклонения Аллаху субхану та'аля. И они заслужили такую хвалу. И это хвала для них. Дорогие братья, каждому из нас нужно бояться Аллаха субхану та'аля и прибегать к Аллаху субхану та'аля от того, чтобы наше сердце постигла такая вещь, как бесстрашие перед Аллахом субхану та'аля. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Лау я'ламу аль-му'мину ма инда Аллахи мин аль-укуба, ма тами'a би джаннатихи ахад». Если бы му'мин знал, какие наказания приготовлены в аду, он бы отчаялся бы попасть в рай. И описывая ад, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Нар дунья джуз'ун мин саб'ина джуз'ан мин нари джаханнам». Огонь этого мира – это 1/70 часть огня ахирата. Упаси нас Аллах от огня ахирата. Поэтому наши праведные предшественники, радiyallahu анхум, да будет им Аллах доволен, когда видели огонь на этом свете, содрогались и боялись, и менялось их лицо. Абдуллах ибн Мас'уд, радiyallahu анху, однажды проходил мимо кузнецов, которые раздували огонь. И он упал без сознания, в обморок упал от страха перед Аллахом, когда увидел этот огонь. Умар ибн Хаттаб, радiyallahu анху, когда для него раздували костер, он подходил к этому костру, протягивал руки и говорил: «Я ибн аль-Хаттаб, халь лака сабрун аля хаза?» О сын Хаттаба, сам себе обращается, к своей душе обращается. Сможешь ли ты терпеть этот огонь? Вот так отчитывали они себя. Лучшие люди после пророков, радiyallahu анху. Аль-Ахнаф, радiyallahu анху, приходил ночью к светильнику, к лампе и протягивал свой палец к этому огню и говорил: «Хисса, хисса, почувствуй, почувствуй». И затем говорил: «Я Ханиф, ма хамалака аля ма санахта яума каза ва каза». Что толкнуло тебя, сам себе обращаясь, говорил, что толкнуло тебя в тот день совершить такой-то, такой-то поступок? Что толкнуло тебя? Вот почувствуй огонь. Это тот огонь, который 70 раз слабее огня Джаханнама. Упаси нас Аллах от огня ада. И в хадисе от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорится: «Хасибу анфусакум кабля ан тухасабу». Отчитывайте себя, прежде чем вас будут отчитывать в судный день. «Вазину амалякум кабля ан тузана лакум алейкум». И взвешивайте свои деяния. Взвешивайте свои деяния, пока не начнут их взвешивать в судный день. И воистину судный день – это великий день. Это день великого ужаса, в который содрогнется каждое сердце. И Аллах субхану та'аля поклялся, что непременно этот день наступит. «Инна азаба раббика лаваки'», говорит Аллах. Воистину наказание твоего Господа уже состоялось. Уже состоялось, непременно оно состоится. «Ма лаху мин дафи'». Нет того, кто отвернет это наказание. Нет того, кто защитит грешника, кафира, мунафика, мушрика от такого наказания. Так что же мы приготовили для этого дня? Что мы сделали для этого дня? Садимся ли мы каждый день и отчитываем ли мы сами себя? Когда мы последний раз отчитывали себя? Каемся ли мы Аллаху субхану та'аля
относительно тех дел, тех грехов, которые совершили. Весь мир словно опьяненный. Словно опьяненный, играет, танцует, поют, гуляют. Субханаллах. Как будто никто из них не умрет. Как будто нету судного дня. Как будто нету ада и нет рая. Аллах Субхану сказал: «Аля язунну уляйка аннахум маб'усун». Не думают ли они, что будут воскрешены? «Лияумин азим», говорит Аллах. Не думают ли они, что будут воскрешены для судного, для великого дня? «Яума якумун насу ли раббил аламин». В тот день восстанут все люди для своего Господа. В тот день восстанут все люди для Господа миров. Аль-Хасан аль-Басри, рахмаллаху та'аля, сказал: «Инналь му'мина валлахи ма тараху илля ялуму нафсаху». Воистину настоящий му'мин, ты его видишь всегда порицающим себя. Ма арадта би калимати. Что ты хотел этим словом? Или что я хотел этим словом? Вот так он отчитывает себя постоянно, настоящий му'мин. Ва инналь фаджра ямди кадиман ма юакибу нафсаху. А фаджр, нечестивец, идет по своей жизни как шел, и нисколько не задумывается о том, что он делает. Нисколько не отчитывает себя. И поэтому каждый человек должен оставаться один на один с самим собой. Оставаться наедине с Аллахом Субхану Тааля. Подумать о том, что он сделал в своей жизни хорошего. Что он сделал для ислама. Сколько поклонений преподнес Аллах Субхану Тааля. Хорошо, из всего этого поклонения, сколько поклонений было сделано ради Аллаха Субхану Тааля. Сколько поклонений ты сделал, оставшись один на один с Аллахом, ночью, дома, или где-то еще, где никто тебя не видит. Сколько поклонений ты сделал? Ведь это поклонение наиболее чистое поклонение и наиболее искреннее поклонение. И больше шансов, что Аллах примет именно это поклонение, которое чисто от всякой показухи. Дорогие братья, воистину, первое поколение мусульман, сахаба, табиины, радиаллаху анхум, жили с этим Кораном, действовали по этому Корану. И они жили, как будто видели ахират, как будто они слышали звук ада, как этот ад сжигает обитателей ада. И их сердца переворачивались от страха перед Аллахом Субхану Тааля. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я вижу то, что вы не видите. Я вижу то, что вы не видите, и слышу то, что вы не слышите. Аттати сама ва хукка лаха ан таитта». Дрожат небеса, сказал посланник Аллаха. От тяжести дрожат небеса, и они заслуживают того, чтобы дрожать. Нет именной участи. Ма фиха мауди'у кадамин илля ва малакун вади'ун джабхатаху саджидан лиллах азза ва джаль. Дрожат небеса от того, что она полна ангелов. Нет места размером в стопу человека. Нет такого пустого места, в котором не было бы ангела, который в суджуде положил свой лоб в суджуде Аллаху Субхану Тааля. И дальше посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Валлахи, лау та'ламуна ма а'ламу, ла дахиттум калиля». Валлах, если бы вы знали то, что я знаю, вы бы мало смеялись. «Валя бакайтум касира», и плакали бы много. «Ва ма талаззастум бин нисаи аляль фуруш», и вы бы не наслаждались бы своими женами в постели. «Валя хараджтум иля саадат тадж'аруна иля Аллах», и вы вышли бы, все повыходили бы на улицы, взывая к Аллаху Субхану Тааля. От страха перед Аллахом все выходили бы на улицы, молили бы Аллах Субхану Тааля о прощении, молили бы Аллах Субхану Тааля о защите от огня ада. «Ва валлахи», сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «ла вадитту анни шаджаратун ту'да». И валлахи, это говорит кто? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, которому прощены все прошлые и будущие грехи. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, которому обещан рай аль-василя, высшая степень рая. Он от страха перед Аллахом
Субхану ва Тааля говорит: я желал бы, чтобы я был деревом или кустарником, который был вырван и брошен без отчета, без спроса за то, что он делал. И это говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. А что же по отношению к нам? Этот хадис привел имам Аль-Бухари. В другом риваяте говорится: «Уридат алейя аль-джаннату ван-нар». Мне был представлен рай и ад. «Фалям арака аль-яуми фил хайри ва-шар». И я не видел столько блага и столько беды, сколько я видел в этот день, когда мне был показан ад и рай. И тот день, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, делал им такое наставление, было наиболее тяжелым днем для сахаба. Настолько тяжелым, что они покрыли свои головы, опустили свои головы и плакали. Плакали, еле сдерживая себя. И Умар ибн Хаттаб, радиллаху анху, встал и сказал: «Радина билляхи раббан, ва бил ислами динан, ва би Мухаммадин, саллаллаху алейхи вассалям, набиян». Мы довольны Аллахом, как Господом. Довольны им. Нам достаточно Его. Нам не нужно больше никому поклоняться. Нам достаточно Аллаха как Господом, чтобы только одному к Нему взывать, только на одного Его уповать, только одного Его любить. Субхану ва тааля. Нам достаточно Аллаха как Господа, как покровителя, который дарует нам победу. Нам достаточно Аллаха, субхану ва тааля. И нам достаточно Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, как пророком. Достаточно Его, чтобы только Ему подражать, Его любить высшей степенью любви. Выше, больше, чем самого себя. Нам достаточно пророка Мухаммада. Достаточно его прекрасных нравов. Достаточно его доброты. Достаточно его милосердия. Достаточно его заботы. Достаточно его преданности, чтобы подражать ему. Саллаллаху алейхи вассалям. И нам достаточно ислама, как религии. Достаточно его. Мы не нуждаемся в каких-либо нововведениях. Нам достаточно Корана, который нам Аллах субхану ва тааля не спасал. Достаточно сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Мы не нуждаемся в иных религиях. Не нуждаемся. Альхамдулилля, наша религия полная. Аль-яум акмальту лакум динакум. Я сегодня завершил для вас вашу религию. Нам достаточно этой религии. И насколько удивительно, когда мы видим людей, которые уповают на доброту Аллаха, на милость Аллаха, субхану ва тааля, и в то же время проявляет небрежность по отношению к Его приказам. Ты видишь, как он не делает намаз и опирается на милость Аллаха, субхану ва тааля. Ты видишь, как он пьет спиртное, курит и надеется еще на милость Аллаха, субхану ва тааля. Ла иляха илляллах. Чтобы получить эту милость, ты должен приложить усилия. Да, Аллах ар-Рахим, милостивый. Однако кому он Рахим? Тем, кто подчиняется Ему. Подчиняйся Аллаху. Остерегайся харама. И только тогда уповай на Его милость. Потому что упование на милость, без того, чтобы брать причины, это глупость. Величайшая глупость. Упаси нас Аллах от того, чтобы быть в числе таких глупых людей. И один поэт сказал: «Я аминан ма кубхи фи'ли минху. Халь атака тавки'у амнин анта тамлику». О, тот, который чувствует безопасность от наказания Аллаха и в то же время совершает плохие деяния. Тебе что? Пришла какая-то расписка, какая-то бумага тебе пришла, в которой говорится, что ты не попадешь в ад? «Джама'та шай'айни амнан ваттиба'a хава, хаза ва ихдахума фильма'i тухлику». И он говорит, обращаясь, порицая этого человека: ты собрал себе два качества. Безопасность, чувство безопасности от наказания Аллаха и следуешь за своими страстями. В то время, когда одного даже качества достаточно ему, чтобы это погубило его. وَالْمُحْسِنُونَ عَلَى دَرْبِ الْخَوْفِ قَدْ سَارُوا وَذَلِكَ دَرْبٌ لَسْتَ تَسْلُكُ. И мухсины, праведники, идут по пути страха перед Аллахом субхану ва тааля, тому пути, по которому ты не следуешь. И дальше он говорит: «Фарратта фи зар'и вахта аль-базри мин сафахи, факайфа инда аль-хасади ан-наси тудрикум».
Ты делаешь упущение во время посева. Этот мир, в котором мы живем, это время посева. Это место посева. Плоды будут в ахирате. И он, обращаясь к нему, говорит: ты делаешь упущение в это время. Не сеешь то, что тебе принесет пользы. В то время, когда все люди, которые боятся Аллаха субхану тааля, сеют. هذا وأعجب شيء فيك زهدك في الدار البقاء بعيش سوف تتركه. И он говорит: и наиболее удивительно то, что ты проявляешь аскетизм, отказываешься от вечных благ ахирата, предпочитая приходящие блага этого мира, которые ты оставишь. Насколько это глупо. И Аллахи, это положение многих людей сегодня. Они не хотят не следовать за религией Аллаха субхану тааля. И не хотят поминания Аллаха субхану тааля. И когда им делаешь напоминание об аде, они говорят: оставь. Не напоминай это. Не вводи нас в отчаяние. И Аллахи, это очень удивительно, когда человек не действует для своего ахирата, как будто у него есть бумага, по которой он зайдет сразу в рай. Дорогие братья, Аль-Хасан Аль-Басри, рахмаллаху та'аля, сказал: لقد مضى بين أيديكم أقوام لو أن أحدهم أنفق عدد هذا الحصى لخشي أن لا ينجو من عزم ذلك اليوم. Он сказал: до вас прошел народ, имея в виду сахаба радиллаху анхум аджмаин, до вас был народ, который, если бы он отдал на пути Аллаха столько золота, сколько камней, то он не чувствовал бы безопасности от бед того судного дня. И некоторые саляфы от сильного страха перед Аллахом субхану тааля и от того, что много думали об ахирате, не могли спать, не могли есть, не могли смеяться, тем более играться. Потому что не знали, он спасся в ахирате или нет. Они не знали. И мы не знаем. Шаддад ибн Аус, радиллаху анху, когда ложился спать, начинал переворачиваться в постели. Не может уснуть. И затем говорил: Аллах, инна нара азхабат минни наум. Я Аллах, огонь ада прогнал мой сон. И вставал и делал тахаджуд намазы, пока не наступало утро. Муаз ибн Джабаль, радиллаху анху, когда к нему приходила смерть, когда к нему пришла смерть, начал плакать. И ему сказали: атабки анта, ва анта сахибу расулилля, ва анта каза ва каза. Ты тоже плачешь, Муаз ибн Джабаль, ты тоже плачешь, ты сахиб, сподвижник посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который столько-то помог посланнику Аллаха, столько-то сделал для ислама, ты тоже плачешь? И что он ответил? Ма абки джазаан миналь маути анхалля би. Я плачу не потому, что печалюсь о той смерти, которая пришла ко мне. Валя дунья тарактуха ба'ди. И не печалюсь и плачу не от того, что я оставляю этот мир. Валякин хумаль кабдатан. Однако эти две пригоршни, которые Аллах субхану тааля взял и сказал, что одна пригоршня будет в раю и одна пригоршня будет в аду. Фаля адри фи айил кабдатайни ана. И я не знаю, говорил он, какой из этих пригоршней я. В раю буду или в аду. Радиллаху анхум аджмаин. И это сахаба, в котором был обещан рай, по поводу которых не спасался Коран, которых хвалил Аллах субхану тааля, сахаба. Они не чувствовали безопасности от ада. И плач от страха перед Аллахом субхану тааля — это качество знающих. Абдуллах ибн Амр ибн Аль-Ас, радиллаху анху, сказал: «Лиан адмага дам'ата мин хашьяти Аллахи ахаббу иляя мин ан атасаддака би миати альф дирхам». Для меня более любимее прослезиться одной слезой от страха перед Аллахом, чем пожертвовать 100 тысяч дирхамов. Это более любимее для меня.
И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Хурримат ан-нару аля айнин дамаат, ау бакат мин хашятиллах». Огонь ада стал харамом тому глазу, который от страха перед Аллахом плакал или же слезился. В другом месте посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ла ялиджун нара раджулун бака мин хашятиллах, хатта яуда лабана фиддар». Не войдет в ад тот мужчина, который плакал от страха перед Аллахом. Не войдет в ад до тех пор, пока молоко не вернется в имя. И Аллах субхану тааля описывает положение праведников, описывает положение тех, кем Он доволен, и показывает правильный иман человека. «Иннахум кяну юсариуна фил хайрат, ва яд'унана рагаба ва рахаба, ва кану лана хашиин». Аллах, описывая их, сказал: воистину, они торопились, они соревновались друг с другом в совершении хороших дел. Кто больше пожертвует на пути Аллаха? Кто больше прочтет Коран? Кто больше добра принесет мусульманам? Кто больше пользы принесет религии Аллаха? Соревновались друг с другом. И они взывали к нам, говорит Аллах. Рагаба, надеясь на нашу награду. Эта надежда тоже должна в нашем сердце присутствовать. Надеясь на рай Аллаха субхану тааля. Варахаба, и также боясь наказания Аллаха субхану тааля. И дальше Аллах сказал: и они боялись нас. Вот основной критерий му'мина. Вот основное качество му'мина. Основное его описание — страх перед Аллахом субхану тааля. Дорогие братья, наши праведные предшественники, не думайте, что они боялись Аллаха субхану тааля от того, что они много грешили, от того, что они ослушались Аллаха субхану тааля. Нет же. Они боялись, что Аллах не примет их хорошие деяния. Они боялись показухи. Они боялись того, что Аллах отвергнет это. И когда Айша, радiyallahu анха, спросила посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, о слове Аллаха, где Аллах сказал: «Валлазина ютуна ма атау ва кулубухум ваджиля». И те, которые отдают то, что им было дано, «Аннахум иля раббихим раджиун». Те, которые жертвуют на пути Аллаха, и их сердца в трепете, трепещет их сердце от страха перед Аллахом субхану тааля, что они будут возвращены к Аллаху субхану тааля, к своему Господу. И Айша, радiyallahu анха, спросила: это тот человек, это тот ли, который совершает зина, тот ли, который пьет спиртное? И нет, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Нет. «Валякиннаху раджулю ясуму ва юсалли ва тасаддак ва яхафу ан ла юкбаля минху». Нет, это тот человек, который делает намаз, который молится, постится, делает садака, однако боится, что это не будет принято у него. Аль-Хасан Аль-Басри, рахмаллаху та'аля, сказал: «Амилю валлахи биттаати вачтахаду фиха». Валлахи, они совершали благие деяния и усердствовали в этом. «Вахафу ан тарудда алейхим». И они боялись, что это будет возвращено им, не принято у них. «Инналь му'мина джамаа ихсанан ва хашатан ва инналь мунафика джамаа исаатан ва амнан». Воистину, настоящий му'мин собирает в своем сердце ихсан, искреннее поклонение Аллаху субхану тааля, и страх. А мунафик собирает в своем сердце плохое, неискреннее поклонение Аллаху субхану тааля и чувство безопасности, что наказание Аллаха субхану тааля постигнет его. Дорогие братья, кто из нас готов идти навстречу Аллаху субхану тааля? Оставить эту погоню за мирскими, сказать: хватит. Самому себе сказать: хватит, сколько можно жить для себя? Сколько можно жить для своей семьи? Сколько можно угождать своей жене? Сколько можно копить богатство? Кто может прийти и сказать, прийти к имаму и сказать: вот все, что у меня есть, вот я сам. Какую пользу я могу принести исламу? Какую пользу я могу принести давату, призыву к Аллаху субхану тааля? Я хочу это пожертвовать на пути Аллаха субхану тааля. Куда это вложить? Какие проекты есть? Что сделать для ахирата? Ведь этот
то, что останется с нами в ахирате. Кто может встать из нас и сделать ночью хотя бы 2 раката тахаджуд? Холодной ночью, когда все спят и никто тебя, кроме Аллаха субхану ва тааля, не видит. Кто готов бросить пить и курить ради Аллаха субхану ва тааля? Только лишь потому, что Аллах субхану ва тааля запретил ему это. Не совмещается в одном сердце страх и ослушание Аллаха субхану ва тааля. И я прошу Аллаха субхану ва тааля, чтобы Он нас сделал похожими на наших праведных предшественников. Не только своими словами, но и делами, поступками, страхом перед Аллахом, надеждой на Его милость и любовью к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Аллахума а'изз аль-ислам ва ансур аль-муслимин, ва азиль аш-ширка валь-мушрикин, ва даммир а'да ад-дин, вадж'аль хаза